поскольку необходимо учесть пожелания уважаемого модератора, уважаемых организаторов, поэтому я буду краток, постараюсь ответить на вопрос домашнее задание в рамках презентации и еще постараюсь ответить на изначальные вопросы касаемо рыночных трендов. Поскольку отвечаю я здесь, видимо, за рынок венчурного капитализма в России, который 7 лет назад, в общем-то, еще не существовал, а сейчас он достаточно заметен и так или иначе, пусть даже с некоторыми и отраслевыми, и стадийными перекосами развивается. Хотел сказать, что 2012 год был в некотором смысле рекордным, и согласно данным авторитетного издания Dow Jones Venture Source, российский рынок венчурного капитала вышел на 4-е место в Европе. К сожалению, последующие года, и 2013 год это подтвердил, будет некоторая коррекция. Связано это с рядом объективных, ну, к сожалению, субъективных процессов. В частности, замечательный тренд, провозглашенный нашим государством про импортозамещение, к сожалению, не очень бьется в сфере инвестирования с трендом на деофшоризацию экономики, поскольку именно, так скажем, англосаксонская система дает наибольшие гарантии для инвесторов. Я перехожу к своей презентации, обращенной на более узкое и более актуальное для сегодняшнего мероприятия тему, и хотел бы сказать слова благодарности, песни героям, досидевшим до конца дня, до конца сегодняшнего дня, до этой секции. Спасибо большое, что вы столь терпеливо здесь сидите, нас слушаете. Коротко про РВК, это Федеральный институт развития, фонд фондов, который создает и обслуживает фонды венчурного капитала, но и при этом выполняет ряд так называемых экосистемных рыночных функций. Создано достаточно большое количество фондов, 2 из них в международной юрисдикции, всего их 15. Смешанные деньги государственные с частными, осуществлен ряд инвестиций. В настоящий момент в портфеле РВК более 150 компаний. Это для того, чтобы понять, в чем основной бизнес РВК и кто это такой. И по теме сегодняшней конференции. Часть первого пленарного заседания звучали действительно компетентные и взвешенные оценки касаемо развития электроэнергетики. Нам с точки зрения инвестиционного довольно просто посмотреть на это не с точки зрения helicopter-view, а возможно даже с airplane-view. И здесь хотелось бы предложить подход с точки зрения потребительских уровней технологического развития отрасли как таковой. Первый уровень так называемой инфраструктуры, так понимают наши западные коллеги, вслед за ними и мы, когда-то было модно называть этот уровень в будущем Smart Grid. Сейчас слово Smart мы немножко стесняемся как будто произносить, но я думаю, в России это словосочетание дискредитировано исключительно тем, что добавляя отчасти интеллектуальную надстройку, правильную, объективный уровень инфраструктуры, то есть то, что является core бизнес смарт-грида, оно никоим образом не затрагивалось. Таким образом, в любом случае, любые активности подобного рода, они должны опираться на уровень инфраструктуры, как тут ни крути, без этого никак. Далее есть уровень, так называемый мезоуровень, который здесь, скажем, должен проявляться более на уровне субъектов федерации. Здесь мы в течение всего дня слушали достаточное количество презентаций и выступлений по тем проектам, которые на этом уровне действительно реализуются и в Республике Саха-Якутия. И, собственно, здесь более-менее все понятно. Более показательный и, я так себе позволю сказать, доказательный уровень, это уровень близкий к домохозяйствам. И вот здесь я как раз хотел бы повести речь о довольно любопытном, интересном проекте, пилотном так называемом, который реализуется в исполнении поручения президента институтами развития совместно с Минэкономразвития. Постараюсь максимально не сухим языком объяснить, в чем суть. Суть состоит в следующем. Институты развития, которые вкладывают большие суммы, причем средства зачастую налогоплательщиков, сильно обеспокоены были вопросом, а как же
эти все замечательные инновации могут в действительности служить на практике и какие есть тому препоны. Собственно говоря, то, о чем говорилось сегодня в течение дня, да, достаточно сравнить законодательную сферу, да, регуляторную, чтобы понять, что многие, в общем-то, правильные и интересные инновации попросту не имеют экономического интереса по внедрению. Таким образом, именно уровень пилотного проекта, во-первых, может позволить оценить полезность, эффективность тех или иных технологий на практике, а с другой стороны дать ту самую базу для создания законодательной базы, в свою очередь. Что мы понимали под этим проектом, чтобы было понятно, как его основа, да? Дело в том, что словосочетание «умный дом» достаточно, опять же, избитое, да, и под этим понимают часто медиа-часть, связанную с какими-то новомодными девайсами и так далее и тому подобное. Это отчасти так, но мы делаем акцент больше на безопасности, причем не только физической, как может показаться, а инженерной в первую очередь, потому что инженерная безопасность зданий, сооружений это один из наиболее развитых трендов сейчас в мире, и, к сожалению, наша практика подсказывает, что мы отстаем. Между тем, есть довольно большой спектр интересных инновационных компаний, которые предлагают продукты в этой сфере. Следующий пункт, который в это понятие вкладывается, это энергоэффективность, причем, можно сказать, даже шире, это ресурсоэффективность, которая достигается путем использования интеллектуальных систем, систем автоматизации, управления и так далее. Третий пункт – это комфорт проживания и использования, попросту для того, чтобы все новины, все технологические девайсы, все элементы, оптимизирующие работу и электросетей, и систем ЖКХ, коммуникаций, были адекватны в использовании и приносили добавочную стоимость в конечном счете. Ну и, наконец, четвертый пункт, да, это удобство централизованного управления, то, чему сейчас, в общем-то, на уровне управляющих компаний домов уделяется некоторое внимание, но, откровенно говоря, недостаточно и вряд ли на должном уровне качества. Соответственно, что у нас есть и к чему мы, уважаемых коллег, в том числе на уровне региона, хотели бы побудить. У нас есть технические задания на разработку проектно-сметной документации, причем по 3 основным направлениям, связанным с жилищным строительством. Это индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома и так называемые здания офиса, да, которым на самом деле может быть любое. Вот один из коллег представляет технопарк, допустим, таковым умным зданием, энергоэффективным в хорошем смысле этого слова, в рамках документации умного офиса могут быть даже технопарк, проблем нет. При этом к проекту подключались федеральные институты развития в сфере ЖКХ, как то фонд ЖКХ, фонд РЖС, которые готовы оказывать разного рода содействие. Ну и, естественно, все это проходит при содействии и под покровительством Министерства экономического развития Российской Федерации. Поэтому то, что у нас есть, довольно любопытно, и эти наработки можно использовать. Далее, конечно, о чем нужно сказать. Есть международные проекты, есть интересные компании, которые на глобальном рынке проявляют себя, и их наработки можно использовать. Одна из них, правда, заслуживает внимания, это компания BrightSource. Ее хедквартер находится в Калифорнии, в США. Интересна она нам еще и потому, что она проинвестирована в средства одного из международных фондов РВК под гарантией правительства США. Интересно то, что, просто постараюсь в несколько слов объяснить суть развития бизнеса. Дело в том, что компания проинвестирована в том числе представителями классической сферы электроэнергетики и сферы топлива и ресурсов. Да? Один из ключевых партнеров по сделке, допустим, компания Chevron. В принципе, такую логику инвестирования из наших госкомпаний или, в принципе, представителей тех-комплекса я, к сожалению, в настоящий момент не видел. Поэтому подход, мне кажется, здравым. Нужно заранее готовить возможные пути развития
и быть к ним готовым. В этом плане, да, мы сегодня видели замечательные тренды консалтинговой компании PwC, которая говорит, что многие к развитию инновационного движения в сфере электроэнергетики воспринимают просто очень настороженно, и многие даже этого боятся. Бояться, наверное, этого не стоит. Все изменения, которые грядут, ими можно управлять. Собственно, инвестиции в технологии будущего и внедрение их – это один из таковых инструментов. С таким образом, к чему я веду? Пилотные проекты, как таковые, могут послужить хорошим стимулом и для апробации некоторых технологий, для их внедрения и саккумулировать развитие здравого инвестиционного процесса с вовлечением и госкомпаний, и государственных средств, и частных инвестиций, и, чего греха таить, хотелось бы, чтобы привлечением международных инвестиций. Это позволит поднять на более качественный уровень и инфраструктуру, тот самый пресловутый Smart Grid, если мы говорим про энергетику. Это поможет актуализировать законодательную регуляторную базу, потому что без этого двигаться вперед просто невозможно. А в некоторых случаях, если мы говорим о дотационных регионах в плане энергетики, любое внедрение инновационной технологии, по сути дела, вредит той политике региональной энергетической компании, которая с этого получает дотации, что в принципе нелогично, в некотором смысле аморально. Это позволяет технологические продукты, которые вырабатываются в стране, выводить на рынок и быстрее доводить до фазы их коммерциализации. Это позволяет наилучшим и оптимальным способом интегрировать продукты российских разработчиков с международными компаниями. В этом плане, конечно, приятно отметить, что в софтверной сфере у нас есть серьезные наработки, в принципе, в стране. Я не говорю про какие-то инвестиционные фонды вроде РВК, хотя они тоже есть. И очевидно, что данный инструментарий позволит сработать и на глобальную задачу импортозамещения. И тогда, возможно, мы по энергосервисным контрактам лет через 10-15 могли бы привлекать не уважаемых японских, китайских коллег из Германии, которых мы тоже очень уважаем, опыт которых мы ценим, но, возможно, какие-то российские компании, которые действительно могли бы, были бы способны создавать услуги и в формате под ключ. Некоторые российские разработки на правах, что называется, наконец, слайдной рекламы, да, они есть и в портфеле РВК, в портфеле других институтов развития, в портфеле частных инвестиционных фондов российских. Я был бы рад, если бы увидел их в тех пилотных проектах, которые бы реализовывались, и дай бог, чтобы на территории Республики Саха-Якутия таковые проекты были тоже. Легкий комментарий по тем, что выведено на слайде, и их достижениям. Да. Компания «Русалокс» производит печатные платы и подложки для светодиодных светильников. У них развернуто крупное производство в Владимирской области. Компания Sonda Technology имеет широчайший спектр интеллектуальной собственности для использования биометрических данных для обеспечения безопасности систем доступа. Компания Optis Monitoring производит систему мониторинга состояния инженерных сооружений. Один из пилотных проектов год назад был Московский детский мир, который стараниями наших коллег как раз отправился на переработку того проекта, который есть, поскольку было выяснено, что при текущей ситуации строительства здание бы просто не выстрелило. Интересная компания, один из моих любимцев, скажем, Вакорд, которая создает умные системы, в том числе и транспортные, видеонаблюдения, видеоаналитики, считывание номеров. Ряд их разработок стоит и на дорогах Москвы, и в московском метрополитене. Ну и многие-многие другие, в том числе компания Mobix Chip, которая производит целое семейство беспроводных технологий, которые очень применимы и эффективны в сфере ЖКХ. Я думаю, если посмотреть по портфелю РВК или других аналогичных фондов, мы найдем достаточный комплект таких компаний, и их можно было бы использовать и показать, насколько эффективны российские технологические разработки в целях того, о чем мы все здесь сегодня говорим. И
я буду рад оказать всестороннюю поддержку в случае наличия в регионе инициативы по реализации таких пилотных проектов. Спасибо большое.